В каждом отдельном случае принимать решение будет страховая фирма. Но, безусловно, мы должны понимать, что она будет принимать решения, исходя из своих интересов, и исходя из условий договора. Если речь идет о том, что дорожно-транспортное происшествие произошло в связи с перевозкой, возмездной перевозкой пассажира, то вполне возможно, что у страховой компании возникнут вопросы, потому что выдан же был полис, обычный полис, пользовательский, да, в котором сфера деятельности была иной. И недаром таксоизвоз выделен в отдельную категорию с повышенным риском. И здесь существуют определенные признаки, которые можно было бы данную перевозку отнести к перевозке, связанной с таксоизвозом. Даже с учетом того, что в настоящий момент нет четкой оценки со стороны законодателя деятельности, связанной с Uber, мы можем исходить из тех положений, которые существуют в настоящий момент. И здесь есть возможность для трактовки, есть возможность для спора, но тем не менее. И тот же обязательно-правовой закон говорит о том, что страховщик обязан известить страховую компанию о том, что у него повысились риски, связанные с его деятельностью. Но, на мой взгляд, как раз перевозка, возмездная перевозка и говорит о повышении таких рисков. Будут ли страховые компании использовать такие механизмы или нет, это вопрос к страховым компаниям. Но, безусловно, такую возможность необходимо учитывать. Ну, окей. Если мы исходим из точки зрения таксиста, значит, мы просто не применяем в данной ситуации закон об общественном транспорте. Но у нас остаются другие законы, которые непосредственно применяются к данному договору страхования, в том числе и сам договор страхования, те условия, которые в нем прописаны. И если там четко прописано целевое назначение автомобиля, а авария произошла в рамках другого использования автомобиля, значит, речь идет о нарушении договора, и у страховой компании возникает возможность тогда данный транспортное происшествие не рассматривать как страховой случай. Речь идет о том, что если отсутствует страховая защита как таковая, да, страховая компания пришла к выводу, что договор страхования был нарушен из-за нецелевого назначения автомобиля, то тогда к причинителю ущерба может быть предъявлено регрессное требование. Это требование может быть либо со стороны страховой компании, либо со стороны собственника, да, все зависит от детализации. Таким образом, если водитель нарушил правила дорожного движения, причинил ущерб третьим лицам, собственно, самому собственнику автомобиля, которым он управлял, то к нему эти требования регрессные могут быть предъявлены. И здесь, безусловно, добрый совет для таких водителей – проверять, какой именно полис оформлен на этот автомобиль, которым он управляет в рамках деятельности Uber. Здесь нужно смотреть, какую позицию займет страховая компания. Да? То есть, если вины водителя нет, то к нему ответственность нельзя применить. Да? То есть, ответственность возникает при виновности. Виновность – это нарушение каких-либо правил, да? Правил закона, условий договора и прочее, прочее. В настоящий момент я не усматриваю, что именно он мог бы нарушить для того, чтобы к нему предъявить требования. То, что собственник автомобиля или арендодатель неправильным образом оформил полис, неправильно оформил договор страхования, это, по идее, порождает ответственность самого собственника автомобиля, но не водителя, который был добросовестен в той ситуации. Закон о дорожном движении предусматривает ответственность именно водителя. И, на мой взгляд, в том случае, если родитель отказывается использовать детское кресло, при том, что оно необходимо для использования, то у водителя есть право отказаться для осуществления этой повестки. Иначе он берет ответственность на себя.